Здравствуйте, мы приветствуем вас и открываем наше авиашоу в небе над Сыктывкаром. Авиакомпания «Челавия», пилотажная группа с одноименным названием. «Челавия», вот они в строю. Блин! Маленький легкий самолет. Кажется, тема для рассказа неблагодарная и недостойная. О чем говорить? Нет мощи бомбардировщика, нет стремительных черт и скорости истребителя, нет солидности авиалайнера. Но только путь ко всем этим большим и стремительным машинам для всякого летчика всегда начинался с маленькой летающей парты. И спроси любого. Каждый с трепетным благоговением вспоминает свою первую машину. Устойчивую, послушную, прощающую даже грубые ошибки. Кажущаяся простота создания такого аппаратика обманчива за более чем столетнюю историю. Ирина Соловьева выполняет одиночный пилотаж. Для вас, дорогие друзья, да, этот самолет предназначен для кульбитов в воздухе, для этого есть наши чемпионы. Самолеты конструкции Сыклова, Яковлева, а также немецкие от производителя Вальтера Экстра. Но посмотрите, как изящно и красиво Ирина Соловьева выполняет шикарный пилотаж на этом маленьком самолетике. Ну а группа из 4 самолетов в боевом порядке РОМ четко, слаженно, на минимальных интервалах и дистанциях прекрасно, не правда ли? Вот они, эти белоснежные машины прямо перед вами, впереди. Четко держат строй, ребята. Давайте вместе им поаплодируем. Спасибо, мужики. Дневной совет группы. Буквально, я скажу, знаете, выкачивает и выжимает предельные режимы из этого самолета Ирочка, но не выходя за эксплуатационные ограничения, конечно. Вот посмотрите, как четко ребята держатся свою. Они дебютировали, они всего год назад, но уже в прошлом 2015 году пилотажная группа «Челавия» принимала участие в международном авиационно-космическом салоне МАК, который проходил в Жуковском на аэродроме Раменское. Так что ребята у нас уже опытные. И вот проход на ноже для вас, дорогие друзья, Ирина Соловьева выполняет. Как уже я сказал, сейчас буду просто с парами. Выполняем просто с парами. Затем разворот на встречные курсы буду делать, ребята. И хочу сказать, что выполняют они пилотажных самолетов П-2002 «Земля» итальянского производства. И эти самолеты дали путевку в небо уже целому поколению курсантов от Кировограда до Владивостока. Авиакомпания «Челавия» имеет свой сертифицированный авиационный учебный центр и проводит обучение по первоначальной летной подготовке, обучение коммерческих пилотов и выполняет различные авиационные работы. Итак, шестерка самолетов. С включенными фарами. Пилотажная группа «Русь». Приветствую вас! Летчики группы «Единство».
артистов. Ведущий командир группы Анатолий Марунко. Левый ведомый Михаил Кальве. Правый ведомый Василий Когут. Левый внешний Константин Тимофеев. Правый внешний ведомый Николай Жеребцов. Замыкает группу в центре солист Игорь Душечкин. Пилотажная группа «Русь». Памятные события, авиационные праздники, воздушные шоу и международные аэрокосмические салоны «Русь». Постоянный участник таких мероприятий. Работа пилотажной группы всегда отмечалась на самом высоком официальном уровне. Солист группы Игорь Душечкин для вас, дорогие друзья! Приветствуем вас всегда! В 2007 году пилотажная группа «Русь» была удостоена почетного диплома Международной авиационной федерации ФАИ за огромный вклад в историю развития мировой авиации. На прошлогоднем марте 2005 мы приобретели специальные награды правительства Москвы. Это достойная оценка мастерства наших пилотажников. И все внимание вперед и чуть левее. Группа перестроилась в боевой порядок «Клин». Выполняется поворот на ось пилотажа с креном в группе. 60 градусов, фары включены, выходим на центр пилотажа. Совершенно точно до метра. Пилотажная группа «Русь». История названия группы проста. Изначально Вяземские эскадрильи стали делать вперед Советских республик. Братья славяне в России, Украине, Сирии, Белоруссии. Вот так и появилось название эскадрильи. Известное теперь в России «Русь». Сегодня эскадрилья «Русь» — это команда мастеров синхронного пилотажа высочайшего международного уровня. Все летчики группы имеют квалификацию летчика инструктора первого класса и весьма серьезный налет на различных типах самолетов. Около 3500 часов. Профессиональные авиаторы знают, эта цифра означает колоссальный опыт работы. Ну а я хочу немножко расшифровать вот эти слова, которые скрываются за колоссальным опытом работы. Представьте себе, что работа самолета истребителя составляет приблизительно от 25 минут до часа. Поэтому, если летчик гражданской авиации летает 7, 8, 6 часов в день, и это ежедневно, то летчик-истребитель в день налетает 20 минут, но максимум 1 час. Поэтому соответственно налет у него теряется не так, как у гражданского авиации. Это значит, что летчик-истребитель, имеющий 30 часов пролета, вот это очень опытный профессионал. Ну а мне здесь огромное Илья Нестерова. Дорогие друзья, не стесняйтесь выражать свои чувства, давайте вместе аплодировать нашим ребятам, поднимайте вверх руки, машите. Я не буду говорить вам, что они сейчас специально наблюдают в окно, кто их аплодирует, так что я, честно говоря, не до того, что буду в конце момент, когда ребята действительно пойдут и посмотрят. Но, ей-богу, они слышат, я иногда радио прикладывают ее включаю для того, чтобы ребята хотя бы услышали аплодисменты. Вы себе не представляете, как приятно находиться в воздухе, слышать слова благодарности и вот эти аплодисменты на глаз. Вот они, красавцы, перед вами белоразная группа «Русь». Внимание!
авиаторов впервые в городе Киеве 27 августа 1913 года над Советским полем на самолете Юкор-4. Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу, но впоследствии высшего пилотажа назвали именем прославленного российского авиатора. И спустя десятилетия в этом деле появляются важнейшие элементы высшего пилотажа, которые называют именами наших летчиков. Итак, перед вами, дорогие друзья! Ну и еще несколько слов о фигурах. Вот, вы все, наверное, знаете знаменитую кобру Виктора Георгиевича Пугачева. Ну а тактика нашего прославленного аса Александра Патрушкина высота, скорость, маневр, огонь стала основой боевой подготовки летчиков и истребителей. Любовников. Пилотажная группа «Русь». Удачи, успехов, благополучия, веры, надежды, любви. Будем жить. Спасибо. Дорогие друзья, только что услышали поздравления из кабины самолета командира пилотажной группы «Русь» Анатолия Михайловича Мавренко. Дорогие друзья, пилотажная группа, заканчивая свое выступление, уходит на посадку на аэродром Сыктывкар. Сейчас группа будет выполнять финальный проход. И я предлагаю нам все вместе. Вот сейчас действительно ребята заметят. Давайте вместе поднимем вверх груди, приветствуя наших замечательных летчиков. Проводим их в аэропорт на посадку и поблагодарим за это прекрасное выступление, за этот замечательный воздушный спектакль. Подталкивая крыльями Анатолий Мавренко.